Кибератака на дирекцию безопасности дорожного движения продолжает обрастать все новыми скандальными подробностями. Поражает ее масштаб. Хакеры получили доступ к данным 1 миллиона 200 тысяч человек и фирм. ЦСДД не скрывала, что из базы данных утекли копии платежных квитанций за услуги ведомства за последние 18 лет, то есть начиная с 2008 года. Сегодняшний день ответил на главный вопрос: какие именно данные оказались в руках преступников. Это имена и фамилии клиентов, названия предприятий, персональные коды или, соответственно, регистрационные номера, госномера автомобилей, адреса владельцев, сумма платежа и дата операций. Важный нюанс: в дирекции заверяет, что номера телефонов и имейлы взломщикам не достались. Да и слитые физические адреса во многих случаях неполные и устаревшие. Поэтому полной картины о каждом клиенте у злоумышленников нет. Чиновники оправдываются, мол, работа ведомства не нарушена, все выводы сделаны, база данных защищена. Это доказали минувшие выходные, когда хакеры пытались снова ее взломать. Maksājuma informācija tāda kā banku konti vai cita, kas tūlītējus draudus radītu sabiedrībai, tādus naudas zaudējumus, nav konstatēti šajās noplūdēs, taču riski tam šai informācijas nonākšanai uzbrucēju rokās tomēr ir. Эксперты отмечают, после того, какой шум наделал сначала в Латвии, а потом и за ее пределами взлом базы данных Латвии с valsts meži, попытки проникнуть в другие государственные базы данных – недосадная случайность, а закономерность. Ir jārēķinās, ka sistēmas ir uzlaužamas. Mākslīgais intelekts ir ienācis mūsu ikdienā, arī noziedznieki, arī uzbrucēji izmanto mākslīgo intelektu, un viņš var nedaudz atvieglot profesionālim darbu. Neprofesionāli šis mākslīgais intelekts var pacelt tāda nopietna apdraudējuma līmenī, bet profesionālim tas var nedaudz atvieglot darbu, un tāpēc mēs redzam un turpināsim redzēt, ka dažādas sistēmas tiek uzlauztas. Эксперты не сомневаются, украденную у ЦСДД информацию уже вскоре постараются использовать для весьма правдоподобных мошеннических атак. Вопрос лишь в том, кем представятся преступники: сотрудниками ЦСДД, полицейскими, сообщающими об аварии, якобы совершенной на вашем авто несколько лет назад, или страховыми агентами. Tie dati kopumā ir samērā interesanti, un uzbrucēji ir ļoti inovatīvi, un viņi noteikti mēģinās šo informāciju kaut kā salikt kopā. Īpaši runājot par jaunākajiem rēķiniem, un izlikties par apdrošinātājiem, sūtīt apdrošināšanas piedāvājumus, ja, kas, protams, varētu būt izdarāms samērā vienkārši. Tā kā es uzmanītos tieši no e-pastiem, jums beidzas apdrošināšana. Поэтому внимательно читайте, с какого адреса пришло такое письмо. Если звонят и возникли сомнения, прервите разговор и перезвоните в ведомство. И, как всегда, никогда не вводите данные в Smart ID или подпись, если вдруг программа открылась сама по себе. В ЦСДД сегодня заявили, любой клиент дирекции имеет право убедиться, не затронула ли утечка лично его и какие именно сведения могли попасть к хакерам. Для этого нужно обратиться непосредственно в дирекцию. Если данные утекли, вы можете подать жалобу в Госинспекцию данных. Получил инцидент сегодня и политическую оценку. Премьер Андрис Кулбергс потребовал оценить ответственность Совета и правления ЦСДД. Diemžēl kārtējo reizi šeit mēs uzzinām visu ar novēlošanos. Personīgi es uzzināju to trešdienas vakarā no SAB vadītāja. Šeit mēs neesam pietiekoši ņēmuši vērā Latvijas valsts mežu piemēru, par ko man vislielākais nosodījums ir konkrētie gan uzņēmumam, gan kritiskās infrastruktūras turētājiem. Un tad nevis mēs maksimāli ātri steidzam risināt šo problēmu, bet mēs mēģinām noslēpt pēdas un piesakt pēcpuses. Как минимум, две коалиционные партии сегодня уже призвали главу ЦСДД Айварса Аксенека уйти с поста. Но тот ответил, что делать этого не собирается. Центру кризисного управления поручено создать рабочую группу для устранения последствий инцидента и гарантировать, чтобы ничего подобного больше не повторилось ни в ЦСДД, ни в других государственных ведомствах. Андрей Хуторов, Кариш Кайрис, Айгар Сковалевскис, ЛСМ.